Здравствуйте, всем добрый день, время доброго дня суток. Получаю от Туяры этот хамус на правах проведения второго этапа форума соотечественников в Турции, как мы планировали. И разрешите присоединиться к вышесказанным поздравлениям в связи с 30-летием Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия. На этом круглом столе хотелось бы сказать, что мы, якутяне за рубежом, сейчас действительно переступаем то самое событие, когда мы можем сказать: да, мы можем быть едины, и мы вместе за развитие нашей Родины. С большим воодушевлением, надеждой и удовлетворением мы восприняли распоряжение нашего Ильдархана о проведении первого в истории республики форума соотечественников. И на самом деле очень благодарим Айсена Сергеевича за интерес к нашей жизни и за готовность к сотрудничеству, потому что у нас благие намерения, и мы хотим быть полезны нашей Родине. По поводу подготовки к форуму соотечественников могу сказать, что мы сейчас, как Саха-диаспора во всем мире, стараемся организовывать по темам группы, рабочая группа уже создана. Ну и факт то, что во всем мире, вообще в истории человечества работа именно общественных формирований всегда была и будет продвигающим звеном в развитии общества. Поэтому мы думаем, что это даст очень большой толчок. И как только мы определимся с темами и участниками форума, мы бы хотели связаться с профильными министерствами для решения уже на практике до форума по тематикам, чтобы все это сконструировать, чтобы это была бизнес-практичные научные тематики, которые будут помогать по отраслям экономики и не только, в социальной жизни и экологии в том числе. Бесспорно, роль МВС для нас очень важна. Мы уже который раз говорим о том, что это ключевое звено именно нашего связи с республикой. То есть мы не можем просто так пойти и связаться с местными, с районными. Да? То есть нам нужно, чтобы все-таки это виделось с высоты вертолетного полета со стороны МВС. Почему это очень важно? Ну, чтобы информация не дублировалась, чтобы ресурсы всех людей в плане времени сэкономить. Да? Также важна солидарность в отдельных странах. Вот Барамыгин Николай очень хорошо отметил, я полностью с ним согласна, и у меня даже вот в тексте написано, что все-таки в странах должны быть юридические организации, вот как в Латвии, как в Турции. Потому что, да, у нас, допустим, как пример, название нашей турецкой ассоциации, оно называется «Деловое сотрудничество», первое звено, да, то есть это деловые связи с Якутией, якутского делового сотрудничества. Второе звено у нас культура, то есть мы представляем нашу культуру в правильной форме именно в той стране, где мы живем. А третье – это солидарность. Это название нашей организации. Почему солидарность? Потому что те люди, которые проживают в ваших странах, они все равно нуждаются в этом общении, в этой энергии. Мы подпитываемся этой энергией, и мы так можем быть полезны друг другу и для саморазвития наших самих, да, которые мы за рубежом, и для отдачи этой энергии уже нашей Родине. На примере турецкой ассоциации я могу сказать, что планов у нас очень много на самом деле. И как, вот, опять же, Николай Барамыгин отметил, так как мы юридическое лицо, да, как ассоциация НКО, мы готовы к деловым сотрудничествам. Мы даже планируем открывать торговый дом, я надеюсь, у нас получится. Мы взяли издательское право, вот у меня на руках книга, которую мы выпустили в 2021 году. Оно включает сюда, допустим, фотографии со стихами, и эти фотографии, они, получается, показывают, как его, все инстаграм-страниц наших компаний, малых и средних бизнесов. На самом деле это очень важно. Вот вроде кажется, что это простая книга, да, а тут очень много сделано работы, и это стихи нашей соотечественницы. То есть она видит это глазами проживающим за рубежом. Тут написано на якутском, еще и можно прочесть транслитерацию на турецком языке, что для тех, кто хочет, интересуется якутским языком, да. И заодно и вот эти вот малые предприятия могут, ну, это, думаю, это наше первое, потом у нас как бы планируется уже и серьезных писателей переводить, это уже интеллектуальный экспорт можно считать. Ну, планов на самом деле много, я думаю, вообще вот благодаря Саха-диаспоре, которую мы пытаемся создавать сейчас, да,
наши горизонты расширяются. То есть это не только связь, допустим, с Якутией, да, это могут быть проекты и с международными другими организациями, которые вот наши соотечественники создают в своих странах. Это очень полезно. Потом все, вот, получается, новоприехавшие, скажем так, люди. Регламент. Да, закончилась минута. Я тогда одно последнее только скажу. Нас очень легко найти, вся информация как бы есть. И, естественно, мы приглашаем к сотрудничеству именно на наш форум, на второй этап форума в Анталии 18-19 июня. Мы поделимся с нашим опытом нашей ассоциации. И я думаю, что 3 кита основной деятельности нашей ассоциации вы увидите, и это создаст какой-то импульс в развитии нашей саха-диаспоры в целом.